Глава Уйгурского института Европы встретился с заместителем мэра Парижа Нгатчи Арно, чтобы обсудить вопросы сохранения уйгурского языка и культуры. Информация о встрече была опубликована в Facebook на странице Диль Уйгурии. По словам активистов и правозащитников, в последнее время во Франции заинтересовались уйгурским вопросом и репрессивной политикой Китая в регионе. Делегация Союза неправительственных организаций Восточного Туркестана посетила офис вице-президента Комитета высшего образования профессора Рахми Эра в Анкаре. В ходе беседы, на которой присутствовал председатель Союза и руководитель Ассоциации просвещения и солидарности Восточного Туркестана Хидаятулла Огусхан, директор Уйгурского института исследований и преподаватель университета Хаджет-Тепе доцент Аркин Акрам, преподаватели столичного университета доктор Аркин Амет и университета имени Сютчу имама доктор Алимжан Бугда, были рассмотрены важные вопросы, связанные с образовательным процессом студентов из Восточного Туркестана. Народная ассоциация Восточного Туркестана, базирующаяся в Японии, продолжает работать над сбором и распространением свидетельских показаний родственников уйгуров, которые были заключены в тюрьмы или отправлены в концентрационные лагеря. Целью ассоциации является раскрытие истинной сущности китайских оккупантов. Информация о жителях Восточного Туркестана, которые были заключены в тюрьмы, концентрационные лагеря, подвергнуты пыткам или убиты, была переведена на различные языки, а петиции и обращения были отправлены лидерам 135 стран, председателям политических партий, международным и национальным правозащитным организациям. Абдурахман Хасан, являющийся председателем Японской народной ассоциации Восточного Туркестана, заявил, что количество петиций и писем, отправленных различным организациям и отдельным лицам, в которых лидеров просят принять закон для защиты населения Восточного Туркестана, превышает 100 тысяч. – 12 сентября на юге Австралии прошла культурная выставка, посвященная Восточному Туркестану. Помимо уйгуров, проживающих в Австралии, в мероприятии, организованном Австралийским обществом Восточного Туркестана, приняли участие палестинцы и сирийцы. На выставке были представлены традиционные блюда, одежда, а также различные предметы культуры и искусства. Мероприятие прошло с 12 по 13 сентября. Генеральное консульство Китая в Сиднее выступило с заявлением в ответ на утверждение Австралии о том, что консульство и официальные лица осуществляют действия по проникновению в страну, назвав это злонамеренной клеветой. За день до заявления китайского консульства информационное агентство ABC сообщило, что полиция заинтересовалась сотрудником консульства, офицером, отвечающим за дела Китая за рубежом Сунем Янтау. Китай считает, что действия Австралии нарушают международное дипломатическое право. Главный вопрос расследования заключается в том, вступило ли китайское консульство в сговор с советником Государственного собрания Нового Южного Уэльса и бывшим должностным лицом китайского правительства Джаном Чжесеном с целью проникновения в лейбористскую партию для оказания влияния на местных избирателей. В Турции проведены первые испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции. О возможностях вакцины, разработанной китайскими специалистами, рассказали на пресс-конференции в Анкаре член научного совета при Минздраве Турции и представители университета Хаджет-Тепе. Профессор Серхат Унал сообщил, что вакцина, разработанная китайскими специалистами, уже введена первой группе добровольцев. По его словам, в целом испытания охватят 25 турецких центров. При этом первые вакцины введены добровольцам в медицинских центрах университета Хаджет-Тепе в Анкаре. В Турции планируется охватить 13 тысяч человек, из которых 1300 – медработники. Профессор университета Хаджет-Тепе в Анкаре Мурат Акова сообщил, что китайская вакцина вводится добровольцам 2 дозами периодами в 14 дней. Затем мы проконтролируем эффект. Серьезных побочных эффектов на данный момент не зафиксировано, лишь слабость и головная боль, сказал профессор.